Так, опа, все работает. Ассаламу алейкум, добрый вечер, приветствую всех. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 23 июля 2021 года. Приветствую вас всех, друзья. Так. Раненый зверь. Так, гражданин Ичкерии. Машуоль Аслан Аллаху далат туболь дейлир машалгуль дейлир салам машалгуль. Гражданин Ичкерии. Ури, ассаламу алейкум Аслан и всем. Ва алейкум ассалам, Ури. Асамбек Тутаев. Салам машалду масарга дейлир салам машалгуль. Добрый вечер всем соратникам, борцам с империей зла. Машуоль Фриман. Так, добрый. Дніпро, вітаю вас, Аснага Любомира Галицька. Вітаю вас, Любомира. Вітаю Дніпро. Так, Машуоль, Аслан, все остальные. Дейлир салам машалхуль. Леди Бамухчери, валейкум ассалам, Машуоль, Дейлир салам машалхуль, Машуоль, Бамухчери. Так, и всех мы витаем. Так, друзья. Сегодня главная тема, которая меня задела, которая мне показалась очень важной, связана с тем, что в Вене, давайте я вам сперва покажу видео, и после этого мы сможем обсудить эту ситуацию. Если сказать коротко, перед началом этого видео, ранее, в 2016 году, была атака неизвестного какого-то оружия на дипломатов на Кубе, в Гаване. Именно поэтому это называется гаванский синдром. Люди стали себя плохо чувствовать, тошнота, недомогание, и против них, как подозревают следственные органы Соединенных Штатов, применялось какое-то секретное оружие, ультразвуковое какое-то оружие, которое звуком, волнами наносит вред здоровью человека. Давайте посмотрим видео, и можно будет обсудить эту тему. По факту мы стоим перед вопросом, что русские так обнаглели, что в принципе применяют любые средства против американцев. Фактически в Вене заражено, подверглись этому воздействию этого оружия около 200 сотрудников граждан Соединенных Штатов. Из них около 100 человек и их семьи являются сотрудниками ЦРУ. Короче говоря, Россия уже атакует сотрудников, не просто рядовых даже граждан Америки, а уже целенаправленно бьет по сотрудникам ЦРУ. Доказательств как таковых у американцев пока нет. Именно поэтому Россия применяет такое оружие, так как нет доказательства или сложно доказуемые преступления, а так наглости, совести, там вот какие-то такие человеческие вот эти вещи, которые присущи всем нормальным людям, у них это считается слабостью, каким-то недостатком. Давайте посмотрим видео сперва. На этот раз США расследуют таинственную болезнь своих дипломатов в Вене. По данным СМИ, американские спецслужбы подозревают, что причина недомогания может быть связана с действиями Москвы. Гаванский синдром теперь в Вене. Власти Австрии и Соединенных Штатов расследуют причины странного головокружения у сотрудников американского посольства. Более 20 госслужащих стали жертвами таинственных атак, пишет Нью-Йоркер. У них одни и те же симптомы, что и были у работников дипмиссии в Гаване в 2016-м. Подробности.
Первые жалобы от сотрудников посольства начали поступать в начале года. Представитель ЦРУ рассказал, что директор агентства Уильям Бернс лично общался с пострадавшими и очень озабочен выявлением причин этих инцидентов. При этом в частном порядке Бернс называл произошедшее не инцидентом, а атакой на сотрудников посольства, уточняет Нью-Йоркер. Гаванский синдром получил свое название после похожего случая в американском посольстве на Кубе. Пострадавшие жаловались на головокружение, мигрень, тошноту и в некоторых случаях на частичную потерю слуха или зрения. Пациенты говорили, что чувствуют, будто на них воздействует невидимый луч энергии. Во время обследования медики обнаружили у них изменение мозга без признаков физического воздействия, словно у них было сотрясение мозга без сотрясения. За последние 4 года схожие случаи происходили в посольствах штатов в Китае, России, Великобритании и в других странах. Среди причин гаванского синдрома называли воздействие электромагнитного оружия и звуковых атак. Администрация Трампа обвиняла в произошедшем Россию. По их версии, оперативники ГРУ используют устройство с микроволновым излучением для кражи данных с их компьютеров, и это излучение нанесло серьезный вред людям. Подтверждений гипотезы не было. Любое из этих воздействий должно было повредить и другие органы, считает врач-невролог, психиатр Ольга Голубинская. Но он должен сидеть в доступной комнате, для облучения там 2-3 метра. Это же не генератор какой-то атомной бомбы, скажем, там, который излучает. Ну, допустим, какой-то приборчик там. Чтобы эти волны проходили, кто там включает этот прибор, он тоже, наверное, страдает. Проходили через стены, и вот этой волной какого-то импульса неизвестного долбили именно мозг, а больше ничего не пострадало. И этих несчастных людей, которые сидят в здании. И у всех, даже если это предположить, что так, например, даже воздействие радиации, у одного будет легкий, у другого другой, у третьего психоз и так далее. А здесь прям вот у всех на мозг, то там мигрени были, то там еще что-то было. Ну, не берутся там какие-то другие вещи. Ну, может быть, конечно, воздействие, но доля явно приписанного и усиленного вот этого фейка, она есть, конечно, потому что нету частоты эксперимента. Мы не можем никогда говорить, даже если у нас есть подозрение, то есть надо брать чистый мозг до воздействия, потом брать этот же мозг после воздействия и говорить, ой, там было МРТ чистый, и тут вдруг вот через год у них такие изменения. Может быть, изобрели какое-то воздействие, которое ультразвук мы не слышим, а он вызвал бы, тревожность. Но, как мы знаем, особенно при психозах, нету корреляции поражения вещества мозга. Это состояние психики. Ольга Голубинская, врач-невролог, психиатр. О схожем случае в апреле этого года писала газета «Политика». По ее версии, загадочные атаки при помощи направленной энергии могли быть совершены на военнослужащих США, размещенных в Сирии. Глава Центрального командования Вооруженных сил США эту публикацию опроверг. Так, как вы видите, директор ЦРУ в личных беседах заявляет, что это была атака на их сотрудников. Вот все, что и следовало, как говорится, доказать. В 1995 году Джохар сказал, что если сегодня Чечню считать внутренним делом России, то настанет время, когда Европа станет внутренним делом России. Но мы видим, что не только Европа становится внутренним делом, хотя Европа внутренним, а дело вообще касается Россию всех и вся. Границ, как мы знаем, у России не существует. Россия никогда не заканчивается, нигде не заканчивается. В 1996 году, в апреле месяце, первый президент Чеченской республики Ичкерия, основоположник, отец-основатель чеченского государства, демократического, правового, Джохар Дудаев, налаживал отношения, налаживал возможность переговоров для прекращения убийства граждан Чеченской республики Ичкерия и пришедших оккупантов. То есть Джохар хотел остановить войну. В этот момент Джохар был убит. Вероломно, подло, по-русски, по-фашистски, как и полагается этим мерзавцам. Через 14 лет после этих слов был убит президент Польши, который летел со всей своей верхушкой элитой Польши, летел под Смоленском на мемориальное открытие памятника жертвам НКВД, КГБ, ФСБ, да, продолжатель НКВД.
польских офицеров, которые десятки, сотни тысяч были расстреляны российскими фашистами. Вместе с президентом Лехом Качинским погибла его супруга, погиб министр обороны Польши. Я напомню, что в 1999 году Польша вступила в НАТО и является полноценным членом Североатлантического альянса. И что сделали? НАТО что сделало? Что сделали поляки? Один из лидеров Польши, я видел это выступление у него, сказал: мы хотим знать правду и начать войну, или обойтись без войны. Приблизительный смысловой пересказ того, цитата того, что он сказал. То есть они не захотели знать эту ужасную правду, что их президента Леха Качинского убили русские фашисты. До сих пор ни обломки, много чего не выдано Россией, Польше. И вот мы видим на члена НАТО, на министра обороны Польши, на президента страны НАТО совершается нападение. Потом совершается нападение на Чехию, которая также является членом НАТО. И ничего. Ничего. Совершается радиоактивный ядерный террористический акт против Александра Литвиненко в Лондоне. После этого применяется биологическое оружие «Новичок», которое применяется против Скрипалей. Убиваются на улицах европейских цивилизованных городов чеченские политические беженцы, чеченские диссиденты, оппоненты действующей фашистской власти в России. И ничего. Теперь мы уже видели и вмешательство во внутренние дела Соединенных Штатов, когда Россия принимала активное участие при помощи своих хакеров, участвовала в выборах президента Соединенных Штатов, провела фактически своего человека, Дональда Трампа, привела к власти. И после этого это тоже осталось без ответа, должного ответа, по крайней мере. Теперь мы видим прямые атаки на сотрудников дипломатических посольств по всему миру уже. Последнее нападение, как мы видим, произошло в Вене, где пострадало около 200 человек. Только что я разговаривал с очень уважаемым человеком, и я сказал: ну теперь-то американцы, наверное, должны какие-то резкие меры принять. На что он мне сказал: ничего не сделают. Опять будут разговоры, и ничего не будет. Не хочется в это верить, хочется верить, что Америка на самом деле, Соединенные Штаты Америки являются величайшей в истории страной, державой, величайшей, без преувеличения, во всех смыслах этого слова, не только в военном плане, но и в гуманитарном, в политическом, в экономическом, в социальном, во всех планах сегодня Америка является передовой страной. Есть страны, которые идут вслед за Соединенными Штатами, но на сегодняшний день Америка одна из самых, вернее, самая-самая великая держава. И не знаю, с чем связано то, что американцы так долго вводят какие-то санкции, так долго ходят вокруг да около, заигрывают с какими-то Гудковыми, за какими-то непонятными политиками, ГРУшниками, ФСОшниками, СВРщиками, ФСБшниками. Американцам, наверное, надо понять, что хороших ФСБшников не бывает. Они могут быть хорошими, да, среди них есть
было бы неправда, если сказать, что сегодняшние ФСБшники все являются убийцами, хотя они все состоят в террористической организации, и только лишь за это уже они уже виноваты. И минимум они должны быть подвергнуты люстрации и не допущены ни для управления ни на один какой-нибудь государственный или образовательный пост в стране. Американцам легче, наверное, управлять, потому что реально КГБ за эти годы очень сильно взяло русское население, безвольное, жестокое само по себе это население. Оно очень подчиняется любой силе и власти, которая над ними стоит. И тем людям, которые управляют ими, с ними приходится считаться и разговаривать. Именно из этого исходит, видимо, американцы. Не знаю, почему, может быть, у американцев есть какой-то план, вероятно, скорее всего, он есть этот план. Не знаю. Давайте обсудим это. Так, Адуда Улетюк. Если выкинуть кинжал, то надо будет применить его. А если вынуть кинжал, пока в США нет лидеров, которые решительно может дать по зубам алкашне. Так, я согласен с тем, что ты говоришь. Да, они боятся этого. Боятся, у них все хорошо. Русские понимают, что они жмутся, не решаются и так далее. Но так дело не пойдет. Не отстанут они. Они убеждены, Путин убежден. И это нормально, это понятно. То же самое произошло с Саддамом Хусейном, то же самое произошло с Милошевичем, то же самое произошло с Муаммаром Каддафи, Башаром Асадом. Не до конца это удалось, да, народ поднялся, Запад поддержал, но потом Башар Асад утопил в крови, и Запад, поджав хвост, отбежал, оставил сирийский народ один на один с этим тираном. То же самое, в принципе, почти то же самое произошло и в Украине. И то же самое произошло с Чеченской республикой. Подняли, поддержали, а потом, когда оказали давление, просто отказались дальше поддерживать. Долгая история, не будем все это перечислять. И Путин прекрасно понимает. И эти люди, которые совершают эти преступления, чем вообще опасны вот эти люди, которые у власти убивают людей и страхом насаждают свою власть? Не столько даже тем, что они вот сейчас убили определенное количество людей, да? Можно подумать, убили, и на этом успокоились, захватили власть, или какое-то предприятие нефтяное, еще что-то, и успокоились. Нет, это не так. В стране это происходит чуть-чуть по-другому. Во-первых, эти люди представляют себя должностными лицами. Те исполнители, которые совершают эти массовые преступления, они их совершают в соответствии с их законами. И вырастает целая категория, слой таких убийц, которых дальше нужно реализовывать. И вот у этой власти, у президента, у этой верхушки, которая имеет вот такие кадры, им ничего другого не остается, как продолжать убивать. А чем взрослее становится, чем старее становится лидер этих бандитов, то у него возникают свои уже старческие разные моменты, когда у него уже появляются разные фобии, когда у него начинается паранойя, так как это мы не знаем, сколько людей убил, например, определенный человек. Он-то сам лично знает, сколько он сделал, где он прокололся, знает, где о нем узнали, он знает, так как это его волнует, это его такой жизненно важный вопрос.
И, соответственно, они не собираются уходить от власти. Никогда. Никогда они эту власть отпускать добровольно не собираются, так как они знают, что их ждет судьба Слободана Милошевича или там Саддама Хусейна или Муаммара Каддафи. Поэтому они будут как можно больше, как можно сильнее продавливать свою ситуацию. Сколько они смогут пройти, вот столько они и пройдут. Вот пока им не дадут в нос, до тех пор они будут двигаться вперед. Об этом Проханов такой есть, фашист один, русский фашист, который говорил, нам надо идти до тех пор, пока нам не дадут в нос. Не дадут в нос, в понимании Проханова и русских фашистов, это значит, что их много не убьют. Ну, что их дать в нос, это значит, их убили много. То есть массовое показательное убийство российских оккупантов, российских фашистов должно произойти. Вот только тогда они говорят, остановятся. А слова, вот эти разговоры, это я не говорю, это потому что я хочу, чтобы кого-то убили. Наоборот, я хочу, чтобы не убивали людей. Но если не принять жесткие меры против фашистской России, ничего не изменится. Поверьте нам. Мы это все уже проходили, мы все это прекрасно знаем. И до тех пор, пока этого не произойдет, пока не пойдут гробы, когда человек, который должен выполнить приказ, не будет готов пойти в тюрьму, чем пойти выполнить этот приказ и погибнуть. Вот до тех пор у них будут находиться вот эти кадры, которых будут засылать и сюда, в Европу, и в Америку, и куда только возможно. Только так, другого выхода нет. Так, давайте почитаю ваши комментарии. Какой-то ХДДЖД, ФДКВ задает провокационный вопрос. Аслан, чем Америка лучше, чем Россия? Вспомни, Ирак, Ливия, Сирия, Палестина. Рассказывает мне ФДКВ. Видимо, потому что я его заблокировал, он сделал, быстренько набрал непонятные вот эти буквы, раз, чтобы быстренько написать мне этот комментарий. Если ты чеченец, то для тебя такой вопрос стоять вообще не должен. Когда этот мир зародился, два брата, один поссорились и один другого убил, как мы знаем, да, из священных писаний. И братоубийство, любое убийство, даже другой национальности, не обязательно родного брата, это братоубийство. Это убийство человека, за которое Бог обязательно всех спросит. Так вот, всегда с момента существования, создания человека на земле, людей на земле, Богом, люди убивали друг друга. Но никогда не было более паскудной, более жестокой, беспринципной, без морали нации и народа, и армии, как российская, которые творили то, что творили в Чечне. За все это время, ты сейчас перечислил Ирак, Ливию, Сирию, Палестину и так далее. За все это время, за все вот эти огромные государства, которые Америка участвовала в войнах, в Палестине она, кстати говоря, не участвовала, не было тех масштабов преступления, которые совершила фашистская Россия на территории Чеченской республики Ичкерия. Поэтому этот твой пост, он ничем как провокацией или же не осведомленностью твоей объяснить нельзя. В Ираке был Саддам Хусейн.
сумасшедший тиран, который убивал людей газом. И так казнил огромное количество людей. Но просто целую деревню курдов, видимо, потому что они не были мусульманами, или, может быть, они были мусульмане, я не знаю, кем они были, может, были мусульмане. Может, были недовольны просто, хотели построить свой Курдистан и так далее. Вот он их убил газом. Также он очень много совершил преступлений. Саддам Хусейн, который заслуженно понес в соответствии с судебным решением наказание через повешение, совершил очень много злодеяний и предательств, хотя обязательств у него перед нами не было, но так как мы, чеченцы, были обмануты какой-то непонятной российско-фашистской пропагандой, поддерживали Саддама Хусейна. Хотя Саддам, потому что он мусульманин, а американцы, они как бы не христиане, они не мусульмане. Но мы забывали один момент, вернее, российская фашистская пропаганда нам не рассказывала, что вот этот мусульманин напал на соседнюю мусульманскую страну, как Россия напала на Чеченскую республику Ичкерия, и незаконно присоединил Кувейт и сделал ее провинцией Ирака. Как Россия незаконно вписала в Конституцию, незаконно, не имея никакого основания, вписала Чеченскую республику в свою Конституцию. Мне ближе кувейтцы, мне ближе американцы, чем тираны и убийцы. Это раз. По поводу Ливии. В Ливии в войне Америка не участвовала. Она помогала оппозиции, она помогала людям. И если вы помните, такой же, если даже не хуже, сумасшедший Муаммар Каддафи, который уважал, любил, как и Саддам Хусейн, Россию и Путина, приезжал к ним, просил чеченцев не сопротивляться, быть с Россией, и у вас все будет отлично. Вот такая вот ситуация по Ливии. По Сирии. Сирию американцы вошли самыми последними, хотя там они должны были быть самыми первыми. Они туда не входили, потому что у него много было других проблем и так далее, и так далее. В Палестине мы тоже все прекрасно знаем последний обстрел Израиля террористами из Хамас и убийство мирных женщин, детей, и потом уже ответ, уже убийство, ответ по террористам и убийство мирных граждан палестинцев. Поэтому Америку ты тоже здесь зря приклеил. Не совсем точно вы понимаете ситуацию. Я не говорю, что Америка святая. Я этого не сказал. Более того, я хочу сказать, что и Ичкерия не святая. И наши руководители, которые были, в основном они, лидеры, они все были святыми для меня, по крайней мере. Но были вокруг люди, которые были далеки от совершенства. И они не занимали не самые последние посты в этом правительстве. И один из них Ахмад Кадыров. И много было вещей нехороших, которые я бы сейчас не хотел из чеченской стороны озвучивать. Поэтому нету святых вообще на этой земле. К большому сожалению, нету святых. Даже мы, борющиеся за свободу, отказываем, например, курдам, израильтянам, ну или еще кому-либо в государственности. Ну так мы считаем. Зачем курдам государство, если Ирак этого не хочет или Турция этого не хочет, мы можем сказать, например. Некоторые так говорят. Или они не мусульмане, там можно сказать, там, и так далее. Говорят так некоторые. То же самое с Израилем. Да? Государство, евреи там жили 1000 лет на этой территории. И мы им говорим, нет, нет, им нельзя государство. Какое моральное право, как только мы говорим, что кто-то не имеет права на государственность, мы автоматически кого-то записываем в числа тех, кто нам отказывает в этом праве на государственность. А нет государственности в этом мире, у вас нет прав. Если у вас нет государства, которое защищает ваши права, с вами можно совершить новый геноцид.
И мы ответственны не только перед собой, мы ответственны перед нашими потомками, которыми мы создаем. Ведь то, что делали наши вот отцы-основатели и наши защитники страны, которые погибли, отдали не только свои жизни, они отдали жизни своих братьев, сестер, детей, их многих убили. Они даже не увидят, их потомки даже не увидят, их просто вырезали всех. Фашисты и их приспешники из числа клопов с русского ватника. Вот эти люди не просто так это делали, не просто так жертвовали. Они это делали во имя великой идеи. И эта идея была не дудаевская, хотя Дудаев ее четко, грамотно сформулировал, изложил на бумаге и впустил ее в дело. Как это должно быть в цивилизованном 20 или в конце 20 века, в начале 21 века. Хотя многие государства уже давно обцивилизовывались, во все международные институты вошли и успешно защищают свои права. Переменно успешно, кто-то нет, но по крайней мере, что хотят с ними делать нельзя. Посмотрите, что сделали мы, иностранное государство, на которое напали, которое оккупировали и так далее. Посмотрите, что сделали русские с дагестанцами. Дагестанцы об этом просто многие не говорят, а кто говорил, тех в основном убили или посадили. Дагестанцев уничтожали каждый божий день по телевизору, объявив их разными там исламистами, каратистами там, и так далее. Хотя такие тоже там были. Но в Дагестане орудовали люди мэра Махачкалы Саида Амирова, других разных третьих там этих террористов и фашистов, которые продались России и убивали свой народ. Делали на этом себе дивиденды, делали себе на этом звания, зарабатывали деньги с КТО там, и так далее. Я почему говорю именно про дагестанцев? Потому что они россияне, они не сказали, что они хотят выйти из России, и остались с Россией. И Россия с ними делала то, что делала с нами, с иностранцами. Это их граждане были. Вот что значит дать кому-то управлять собой в этом мире. Мы должны управлять собой. Дагестанцы должны управлять собой. Чеченцы должны управлять собой. Ингуши должны управлять собой. И так далее, и так далее. Вот в чем разница и о чем мы говорим. Я никогда не хотел заниматься вот этой политикой. Это грязь, это очень большая, сложная грязь. Но она переплетена с правами человека. Я вынужден об этом говорить, так как мы не можем даже пожаловаться на наших убийц, если мы не являемся государством. Да, мы можем привлечь к ответственности. Ну, к ответственности мы не можем привлечь. Мы можем через ЕСПЧ, как россияне, подать заявление на убийцу нашей семьи. И нам Россия выплатит, или нам Европейский суд по правам человека обяжет Россию выплатить там 50, 70, 100 тысяч евро. При этом не накажет ни одного преступника, как она не наказала за все эти годы ни одного, кроме Буданова, который нарушил субординацию. Когда приехала проверка, он просто оказал сопротивление, и просто его нужно было показательно наказать, так как он уже просто вышел за все рамки. Не вышел за рамки, что он убивал людей. Ведь на том месте, где стояла часть Буданова, и нашли тело Эльзы Кунгаевой, которая еще была жива, когда ее закапывали, нашли на суде один из солдатов Буданова, сказал, опять бабу командиру привезли, когда она находилась в Кунге, где над ней издевался и пытал ее русский герой Буданов, несовершеннолетнюю девочку. Вот такие русские герои. Вот эта ситуация нам прекрасно демонстрирует,
что у нас нет другого выбора, кроме как не жить с Россией. Мы должны как можно быстрее отсоединиться. И вот только лишь Буданов был наказан. Потому что мы не граждане, мы не независимые люди, нас не признает государство, мы не имеем какие-то обязательства с разными государствами, ну и так далее, и так далее. Больше никто по решению Европейского суда не был наказан. Буданов был наказан не по Европейскому суду, его за нарушение субординации, его привлекли, он стрелял под ноги проверяющей комиссии, которая пришла и состояла из генерала и 2 полковников. И за это он был просто арестован и сказали судить. Кого-то нужно было судить, потому что Запад об этом говорил, много было свидетельств преступлений фашистов, и вынуждены кого-то посадить. Ну и Буданов стал козлом отпущения. Просто дебил, который попутал все берега. И много на этом месте, где стояла часть, там нашли еще тела. 6 или 7, говорят, тел нашли. Ни один человек по решению Европейского суда, признанный виновным в совершении преступлений против граждан Чеченской Республики, не был наказан. Не был наказан. Поэтому мы не только не можем наказать руководство этой страны, которое незаконно развязало преступный военный конфликт на территории Чеченской Республики, против Чеченской Республики, совершило массовые преступления, военные преступления, геноцид, преступления против человечности, акт агрессии. Мы не можем даже рядовых наказать, не говоря уже о президенте, министре обороны, директоре ФСБ и так далее, и так далее. Именно поэтому я вынужден говорить о политике, хотя мне это абсолютно не интересно. Мне это не нужно. Но я вынужден, и придется продолжать. Так. Почитаем ваши комментарии. Маждада об ощущании. Виктор, судя по комментариям, ты за комсомольство. Так, пойдем дальше. Антонио Тасс. Запад никогда не признает Ичкерию, а Чечню признают все. Не понял твоего глубокого смысла. Аслан, все будет Ичкерия. Йохтоп. Дайлмула Йохтоп. Боже, храни Америку. Адюдавлитов. Отлично. Когда вы пишете, пишите везде комментарий «Боже, храни Америку», и все будет Ичкерия. Просто везде, какой бы комментарий ни писали, «Боже, храни Америку», все будет Ичкерия. Просто добавьте «Боже, храни Америку», и что это говорят чеченцы. Вы без ножа застрелите вот этих фашистов. Просто вам больше ничего делать не надо. Написали любой комментарий и сразу «Боже, храни Америку», все будет Ичкерия. И все. Чечню признали все. Не понял, что значит признали? Что значит признали Чечню? Бандера, Киев, Дарница. У нас також кажут, все будет Украина. Дай Бог, дай Бог. Вот Асамбек Тутаев. Боже, храни США, все будет Ичкерия. Так, Казахстан без Назарбаева. Ассаламу алейкум, Ичкерия. Путлер капут. Ва алейкум ассалам, Казахстан. Так, какой ненавистью прониклись предатели по команде оккупантов к борющим чеченцев против русских фашистов.
Да, точно, Фриман. Так, как найти? Мы не можем писать «Боже, храни Америку», а то в судный день квертажал еттарю. Почему же? Он не отчует. Наоборот, я думаю. Ты прекрасно все понял. Ничего я не понял, Антонио Тасс. Ты не смог выразить мысль, и тебя решил как бы, да, ты понял. Понимай, как хочешь, да? Ната Наталья. В Чехии посадили на 21 год белоруса, который воевал на Донбассе против ЗСУ. В Европе полно военных преступников из РФ. Вылавливать по одному. Да, кстати говоря, белорус получил 21 год в Чехии. И получил после того, как получил 4 года и решил обжаловать этот срок. И так получилось, что открылись вновь открывшиеся обстоятельства, вынудили судью добавить еще 17 лет. Я думаю, через 21 год он выйдет, и России не будет, он будет жить в другом мире. И будет думать, какой же я дурак был, 21 год потратил. Так. Это ирония была, бог как найти, да. Джон Доу, он говорит, нельзя он говорит, что это была ирония. Да, это была шутка, которую я не понял. Дал Айлю Тулю Джахар Дудаев, Джахар жив и скоро придет, Муслим Амиров. Нет, к большому сожалению, Джахар, конечно же, не жив. Джахар, если был бы жив, он бы не сидел бы и не говорил бы, что он скоро придет. Джахар Дудаев, есть видео, где он лежит в комнате после ранения, и его лицо, вот эта часть вся в крови. Говорят, Джахар успел сказать, закончите наше дело, и мы его закончим. Саши Икуевич, да, Алмула. Ичкерия – это та страна, на которую равняются все свободные народы и будут равняться в будущем. Ичкерия – та страна, на которую равняются все свободные народы и будут равняться в будущем. Да, Алмула, да, Алмула. Так, я перемотаю, друзья. Так, нет этой проклятой России, нет проблем, говорит Ури. Совершенно верно. Так, Антонио Тасс. Запад не признал и никогда не признает Ичкерию. Что непонятного? Не признал, да, это официально так не признали. Это факт. При всем при этом нельзя говорить, что никогда не признает Ичкерию. Я тебе гарантирую, что он ее признает. Запад, может, не все страны признают, но Америка нас признает. И потом остальные подтянутся потихонечку. Так, пойдемте дальше. Чечня, не Россия, так, телеканал, что ему так. Вы Ичкерию в Европе собрались делать. Непонятные у вас методы, ДНД. Фриман антипутинец. Чудо в России не произойдет. Нужно включать внешнее управление. Да, именно так. Совершенно верно. Абсолютно так. Только так. Россию нужно, по примеру Беларуси, взять человека, провести выборы, голосование. Конечно же, как с Тихановской не получится, но там тоже у них особо не получилось. Взять какое-то лицо, которое будет устраивать большую часть российской оппозиции. Российская оппозиция почему-то не организовывается. Знаете, почему российская оппозиция не организовывается, почему мы не организовываемся? Потому что создаются симулякры.
это имитация. Создаются какие-то центры, создаются параллельные структуры. И ведется вот такая разная вот такая работа. Например, есть такой форум, был такой форум после того, как мы его разоблачили, уровень его успешности, к нему интерес упал ниже плинтуса. Просто Гарри Каспаров, Андрей Илларионов, там фашист Данил Константинов, там еще какой-то Тютрин, там еще один король шеста. Вот эти разные люди, которые их финансировал Ходорковский, вернее товарищ Ходорковского Невзлин, как потом выяснилось, финансировал, говорили, потому что Невзлина они включили вот в свой список. Причем это была такая чисто русская афера, которую там сделали они. Начали голосовать, и когда мы начали голосовать, мы узнали, что нужно было выбрать определенное количество людей, которых нужно было выдвинуть в совет управления вот этого форума «Свободной России». Потому что уже очень много людей начали поддерживать, об этом начали говорить там, и так далее, и так далее. И мы не знали, я вот расскажу секрет, то, что я наблюдал по форума «Свободной России». Не тоже секрет, это все это видели. Нас было человек, может, 300 там собралось. И нужно было выбрать определенных людей. И каким-то невероятно странным образом в этот список попал Невзлин. Это подельник фашиста Ходорковского. В перечне. Я в первый раз тогда увидел фамилию Невзлина. Хотя я до этого был на одном или двух. Это, по-моему, 3-е или 4-е было заседание. Но это наше последнее было заседание. После этого они нас не спустили. По-моему, это уже 4-е, 5-е, 6-е, может. Не помню, чтобы не ошибиться. Где-то у меня были эти все бумаги. Были разданы листки, и там оказался Невзлин. Олигарх Невзлин, который вместе с Ходорковским грабил Россию и живет в Израиле, гражданин Израиля. Очень богатый человек. Ему удалось бежать. Ходорковский сел, ему удалось сбежать. И вот появился Невзлин. Ну, Невзлин платит, ну ладно, будь что будет. И что происходит в этот момент? До этого на предыдущем форуме «Свободной России» было не так много людей. На этом же форуме зал был просто гигантский снят. Там целое здание было снято. Верхние этажи, и там внизу можно было перекусить. Там гардеробная перекусить можно было там же наверху. Было просто гигантское помещение снято. И кого я увидел на этом последнем моем форуме свободной так называемой России? Я увидел людей, женщин, с которыми я дружу, общаюсь в Facebook, с Санкт-Петербурга, которые откровенно топят за Ходорковского. Они за Ходорковского. Вот эти люди, которые, там было такое разделение, что Гарри Каспаров это одна сила, Ходорковский он как националист, подтягивает других русских, хотя Гаррию Каспарову внедрен был в их группу или там по их согласию Данил Константинов, фашист, молодой мужчина, лет 40 может быть, просто печати просто ставить негде. Фашист просто самый настоящий. А самые грязные, самые вонючие фашисты это русские фашисты. Вот по сравнению с другими, просто ничего святого у этих. У фашистов их вот так нет. У русских фашистов вообще этого нет. Так вот, там оказались люди, которые были противниками этого форума «Свободной России». Потому что у Гарри Каспарова был форум, возглавлял Гарри Каспаров форум «Свободной России». А Ходорковский, у него открытая Россия это называлась. Вот эти люди были из открытой России. Вот эти женщины были из открытой России. И поэтому у нас в тот день набралось 300-400 человек. Хотя предыдущие разы нас было не больше 200. То есть
есть такое понятие, я как участник неоднократно наблюдателем на выборах в фашистской России, могу сказать, что есть такое понятие, как карусели. Когда вас берут, сажают в автобус и по всем избирательным участкам возят, и вы по открепительным талонам голосуете. Как бы вы не с этого района, находитесь тут по командировке, вам нужно проголосовать. Или по какой другой причине вы оказались на участке вот этого избирательного участка, вы оказались, и вы голосуете таким образом. Поэтому для того, чтобы ввести Невзлина в руководство форума «Свободной России», и были использованы карусели. Русские были бы не русские, даже если они уехали в Израиль и имеют гражданство российское, хотя они все, как говорится, можно мужика вывести из деревни, а деревню из мужика не выведешь. Точно так же вот эта русскость, это вот обмануть, объегорить, там, вот это оно всегда присутствует. Ничего правильно, прямо, честно делать не желает. Поэтому вот такой был трюк использован. И после того, как нам отказали в платформе, в панели, где мы могли бы выступить, мы просили просто дать нам слово. Нам сказали, создавайте свой форум и там что угодно говорите. Это те люди, которые совершили над нами террористический акт, геноцид, представляющиеся на Западе. Вот они лоханулись тогда конкретно. И это был я, между прочим. Запомни, Константин, Данила Константин, или кто там, король Шеста, кто вы там. Это один из них был я, кто вас лоханул. Кто вас вывел на чистую воду, если быть точнее показания. Чем я безмерно горд. Они на следующий раз нас просто не пустили. Сказали, что мы представляем какую-то террористическую угрозу. Террористическую угрозу мы для них представляем. Нагло просто взяли и нас не пустили. После этого невероятным образом уровень этого форума упал ниже плинтуса. Потому что все умные люди, в том числе Витаутас Ландсбергис, бывший глава Литвы, первый глава независимой Литвы, попросил, призвал их он тогда. Он сам бывший музыкант, и он сказал, что я как пианист, бывший музыкант, мне мой учитель по музыке говорил, что не превращай искусство в паскудство. Так вот, Гарри Каспаров и вот его вот эти пособники превратили форум «Свободной России», который так хорошо начинался, и туда приезжали на самом деле честные русские, честные, думающие, болеющие за Россию, за русский народ, за другие народы люди, русские люди, которые проголосовали за то, чтобы дать нам эту панель на этом форуме. Но вот Гарри Каспаров, Андрей Илларионов и другие организаторы этого форума не захотели с нами разговаривать. И получилось то, что получилось. Он сказал, что не доводите, не сводите искусство до паскудства. То есть он их назвал паскудами. Не будьте паскудами, которыми они стали. Потом они переиграли и нам присылали бумагу вернуться. Приходите к нам. Один из организаторов, забыл его сейчас имя, который очень хорошо к нам относился. Там он, видимо, боролся внутри этого. И они поняли, что они облапошились. Сели в лужу. И они нас потом позвали обратно. Но не Аминат Саиева, министр иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия за рубежом, которая с нами там была, которая проживает в Вильнюсе. Ни мы все остальные, ни я, ни мой товарищ, мы не согласились, и мы сказали, нет, все, форум «Свободной России» умер. Потому что мы определяем,
как бы это ни казалось высокомерно или как-то слишком громко, мы определяем, потому что этот ключ находится у нас. Кто является, кто заслуживает уважения, а кто нет. Отношение к нам, если быть точнее. Вот так вот. И нету сегодня никакой демократии, такой свободной какой-то. Да, сейчас появляются люди, у меня есть люди, которым я вижу, наблюдаю за ними, они находятся в России, которые очень правильно и мудро ведут свою политику. Иногда смело, иногда опасно для них это, но они ведут очень правильное направление в этой работе. И есть такие люди. Ну, нужна воля на Западе, которые поддержали бы таких русских, настоящих русских. И мы бы поддержали таких русских, если бы они сюда выехали на Запад, и мы смогли бы здесь создать русское или российское правительство за рубежом. Но это должны быть реально просто безгрешные люди, которые будут. И у меня есть несколько человек таких среди русских на примете, которых я бы поддержал. Я бы поддержал словом, еще как-нибудь. Так, давайте дальше посмотрим, почитаем ваши комментарии. Так. Уважаемый Витаутас Ландсбергис, прав как всегда. Давиль Ян Чивуте. Пожалуйста, Давиль, напишите по-русски ваше вот в комментарии, как пишется правильно, произносится ваше имя. Да, я полностью с вами согласен, уважаемый Витаутас Ландсбергис, вообще это человек легенда. Он дружил с Джохаром Дудаевым, я о нем слышал очень-очень давно, как об очень принципиальном, очень порядочном человеке. И снимаю шляпу под Витаутас Ландсбергисом. И рад, и горжусь своим знакомством, личным знакомством с этим человеком. Мы немного общались в кулуарах, но я видел, как он проявлял живой интерес ко мне. Это взрослый, уже пожилой человек, но было видно, что вот из всех, кто мы говорили, когда он узнал, что я чеченец, ему было интересно мое мнение, ему было видно, как он проявляет внимание к тому, что я говорю, и было видно, что он всячески там сопереживает моему делу, когда я что-то говорил, что-то рассказывал. Честь и хвала таким людям. Спасибо, что они есть. Так, Довиля Янцюте. Спасибо большое, Довиля. Довиля Янцюте. Довиля Янцюте. Все, запомнил. Надеюсь. Буду называть вас Довиля, если что. Если Янцюте, опять не смогу прочитать правильно. Так, Путин отвлекает русский народ прививками ненависти к чеченцам, грузинам, украинцам, разграбления. От украинцев от разграбления создал из России концлагерь, Путин-лагерь, где силовики это вертухай, а народ заключенные, работающие за пайку. Да, именно так. Гроза, уайтилети. Тилат. Аду Давлетюк, Тузикс. Так. Файтер Израиль. Так, хороший, только так, погапали, между собой общаются, что тоже очень хорошо. Мне сказали, против меня работал Путин, на которого только не свалили, в конце получается Путин виноват. Не понял я. Хакер, что ты имеешь в виду? Да, нам хотят, может быть, преподнести... Кто-то хочет свалить на Путина. Есть определенная группа людей, если верить Юрию Швецу, которого очень
мне кажется очень правильным, при том, что у него конфликт с моим другом, с моим знакомым Гарри Табахом, которого я уважаю, который очень ведет активную работу. Но это внутреннее дело американцев, демократов и республиканцев, которые между собой там что-то выясняют. И мне это не важно. Там, да? Я за Америку, а не за демократов и не за республиканцев. И мне очень неприятно, что они между собой так некоторые вещи говорят, потому что я не думаю, хотя швец намекает, что Гарри Табах является завербованным агентом и так далее, мне так не кажется. При всем при этом мне не кажется, что и швец работает на русских. Наоборот, тот расклад, который делает Юрий Швец, просто четко делается расклад. Просто. И вот что говорит Юрий Швец. Он говорит, и я давно пришел к этому мнению, по своим наблюдениям каким-то, что идет грызня между Патрушевым и Путиным. И на самом деле, фактически войну против чеченцев, вторую русско-чеченскую войну в новейшей истории, против нас вел не только Путин и не столько Путин, сколько Патрушев. Патрушев возглавлял Совет Безопасности, был директором ФСБ, Совет опасности, как его называл Джохар Дудаев. И была создана такая террористическая организация РОШ, региональный оперативный штаб по Чеченской Республике, куда входили заместители министров обороны там, и так далее, заместители МВД, заместители там, ФСБ и так далее, и так далее. И эти люди творили то, что творили. И вот эту всю кашу с этими вербовками, с перевербовками, все вот этим занимался Николай Платонович, так называемый Патрушев. И у них вот между ними идет вот такая вражда между Путиным и Патрушевым. И я думаю, что патрушевцы хотят все взвалить на Путина. Патрушевцы. Потому что чтобы, Путин остался крайним. Или либералы. Я уверен, есть люди, которые хотят жить с Америкой, имеют там свои какие-то контакты и так далее. И они тоже хотят все свалить на Путина и сказать, что русские и Россия это нормальная страна, давайте все их посадим, уберем, и мы заново начнем строить там великую Россию и так далее, и так далее. В отличие от патрушевских и вот этих так называемых либералов, хотя фактически это те же ГБшные креативы, у большей части, кто сейчас за ним владеет властью, номинально, юридически, фактически занимает власть, это путинцы. Они хотят все взвалить на Кадырова. Но по факту это переведение стрелок. Да, как обычно в России бывает. Если происходит какая-то катастрофа, находит какого-то стрелочника, и на этом все заканчивается. Да? Виноват в первую очередь большую часть геноцида творили Министерство юстиции. У меня есть фотография на моем канале. Вот эта картинка, где я обозначаю Министерство юстиции, Федеральная служба безопасности, Министерство обороны и Министерство внутренних дел России. Это два главных ведомства российских, которые устроили нам вот этот геноцид. Ну, конечно же, этого недостаточно. Весь русский народ, весь российский народ, в том числе и не только русские, виноваты в геноциде чеченского народа. И русский народ, российский народ, многонациональный, да, так называемый российский народ, должен нести ответственность перед нами. Вот в чем вопрос.
И ни один Путин, и ни один Кадыров, и даже ни один Патрушев с Путиным. Нет. Весь российский народ несет ответственность за геноцид чеченского народа, который поддерживал, аплодировал, под бурные овации, как говорится, проводили вот эту линию геноцида по отношению к чеченцам, бурную поддержку русских. Мы это не забыли. И когда кто-то обижается, что я говорю там русские, я говорю не про всех русских, конечно же, я говорю про русских фашистов, про русских имперцев, про тех, кто поддерживал войну против нас, кто призывал нас убивать, хотя свои дома взорвав нас начали убивать. Речь идет об той ответственности, которую совершила Россия как страна. Да, персонально эти люди не несут уголовной ответственности, русские. Но всю остальную ответственность, весь российский народ, он ее несет. Тот, кто не уходил на митинги и так далее, и так далее. И они должны перед нами извиниться. Они должны, руководство фашистской России, когда-нибудь, когда у нас перестанет быть фашистской, должно стать на колени перед чеченским народом и попросить прощения. Ровно до тех пор мы не можем иметь никаких с ними отношений, пока они так не извинятся перед нами. Как это сделал немецкий руководитель, канцлер Вилли Брандт, который стал на колени за все жертвы нацизма, которые совершались от имени немецкого народа. Вот как-то так. Как-то так. Так, давайте посмотрим. Так, модераторы. Здесь идет уже спам. Здесь идет бардак. Так, давайте почитаем. Фриман, антипутинист. Джохар Дудаев мечтал о том, чтобы Чечня стала маленьким кусочком Европы. Поэтому он и хотел отделиться от России. Потому что России никакой Европы не получалось. Валерия Новодворская. Отлично сказано. Виктор Маркович, задам провокационный вопрос. Можно быть за независимость, за независимую Ичкерию, за независимую Украину, за демократический строй, но не преклоняться ни перед Россией, ни перед США, ни перед Китаем, ни перед ЕС. А в чем вопрос, Виктор? Ни перед Китаем, ни перед Россией преклоняться, даже уважительным образом отзываться об этих фашистских фактически странах, творящих геноцид, ни в коем случае нельзя. Преклоняться не надо ни перед кем. Преклоняемся мы только перед Богом, перед нашими родителями, и все. Достаточно этого. На всех преклоняться, преклонялка сломается. Но уважать страны, которые реально останавливают зло, я считаю, это достойно уважения, если такие страны так себя ведут. И я очень рассчитываю, что американцы нам помогут. Опять же, возвращаясь к тому, что кто-то там считает, что я какой-то там американский агент, который пропагандирует Америку. Валлахи, это не так. Ни один американец со мной не вышел на связь. Ну, если не считать Гарри Табаха и там некоторых моих друзей, подписчиков, которые со мной общаются. Имеется в виду, что мне что-то кто-то предлагал, какую-то линию. Особенно это не было тогда, когда я это уже делал еще, когда был в Москве, говорил об этом и видел реакцию, на Америку реакцию я видел. Во всех юридических вузах последние уже 10-15 лет придает такой урок ненависти к Америке. Я это знал, слышал и понимал, что как они ненавидят эту Америку. Я знаю, что ненавидят два народа. Это чеченцы и американцы, которых ненавидят. Потом добавились украинцы. Я так полагаю, сейчас добавятся и евреи. Правда, некоторые евреи, которые служат этому фашистскому режиму, до конца еще не понимают, что они потом будут страдать тоже, как когда-то страдали
которые служили Сталину и другим, да, которых тоже репрессировали, расстреливали и так далее. Так что вот такая вот ситуация. Поэтому я считаю, к чему я это, да, чтобы никто не подумал, что меня посадил кто-то сюда и говорит, давай топи за Америку там и так далее. Валлахи, это не так. Клянусь своими родителями, это не так. Никогда и не было, и никогда не будет. Было бы наоборот очень круто, если бы они мне сказали, и эта линия уже у них там где-то была. Я это проводил. Это было бы очень круто, но это не так. Спешу разочаровать некоторых. И чтобы не думали, что тут Америка гнет такую линию, потому что некоторые там в Кремле смотрят меня и думают, о боже мой, сейчас, это он выдает американские нарративы. Нет, это мои нарративы, ничьи более. Я так вижу. Я вижу, только Америка может нам помочь. Впрочем, как и Украине. Впрочем, как и Грузии. Остальные будут так вокруг да около что-то пытаться делать. Америка, если захочет, она реально может что-то сделать и помочь нам. Я очень надеюсь, что она поможет. Не мне. И пускай не я буду тот человек, которого и наоборот не хотелось. Но что именно Америка протянет нам руку помощи и поможет нам освободиться от этого фашистского ига, которое сейчас нас захватило. Только американцы могут помочь нам. Я в этом убежден. Больше нет ни одной силы в этом мире, которая могла бы так воздействовать. Из живущих на этой земле. Воздействовать на Россию. Да? Не говоря о Боге. Да? Сейчас начнут сейчас. Тут надо каждое слово. Он ведь сказал, он же это поставил, там это. Там как-то я сказал, что я верю в право. Международное право. Я реально верю и в право, и в международное право. Я поверил в это. Я знаю, что вот этот мир создан, сегодняшний цивилизованный мир, я знаю это. Это факт. Юристами. Вот эти юристы садились, писали эти, и все жили по этим законам. Нарушались законы, начинались войны. Заканчивались войны, подписывались юридические документы. И так мир стал цивилизованным. И я верю в это международное право. Я как-то сказал. Ко мне вышел один человек на связь и начал мне объяснять, что ты не можешь верить в международное право. Ты должен верить в Бога. Значит, мне нельзя верить, например, что вот у меня перед этим на моем столе лежит телефон. Потому что я должен верить в Бога. Потому что, я говорю, вот же, я верю, что лежит у меня. Ты не можешь верить, что лежит у тебя тут телефон. Ты должен верить в Бога. Ну, вот такие вот глупцы или провокаторы, не знаю, как их назвать, попадаются. Так, давайте дальше, поехали. Так, Боже, храни Америку, все будет Ичкерия. Живой Джохар Аслан. Москва – это земля тюрков. Она была основана в 1272 году. Менгу Тимур. Живой Джохар Дудаев. Прошу занять тюрков в свою землю. Зазам Джидашвили. Аслан, ты ошибаешься. Самый главный враг России, который уничтожает Россию, это Китай. Не, Зазам. Нет, в эту пропаганду я не играю. Нет, не ошибаюсь я. Россия продает свои недра Китаю. Да, сейчас массово продает. Но не 400 лет назад, когда русские фашисты пришли к нам на Кавказ, китайцы их туда заманили. Не китайцы в 17 году бредовую идею коммунизма, которая на земле, на бумаге она очень хорошо выглядит, а вот в жизни она невозможна осуществить. И убили десятки или 100 миллионов людей через этот геноцид коммунизм. Русские дали им коммунизм. Поэтому Россия старая, исторически уже установленная и по-другому не могущая
империя зла, фашистская страна людоедов. Фашистская страна людоедов. Поэтому нет, не за Китай. Дело не в Китае. Виктор Маркович, а как думаете, почему не признали в ЕС независимость Каталонии от Испании? Я, если честно, не особо следил за этой ситуацией. Я не знаю. Возможно, там были какие-нибудь русский след, спецслужбы какие-нибудь были. Какая-то странная мутная история была. Возможно, еще какие-то там моменты были. Я не знаю все детали. Но если бы Каталония сделала бы то, что сделала Ичкерия, на юридических основаниях, законно, когда Испания разваливалась, вышла бы из Испании, потом Испания решила бы напасть на них, и каталонцы встали бы и сражались бы, как сражались чеченцы, ну или хотя бы на 10%, как сражались чеченцы. А война или военное сопротивление агрессии оккупанта, это будет похлеще любого референдума, любых выборов. Да, люди отдают свои жизни ради идеи, ради цели. То я думаю, Каталония получила бы независимость. Но а так я не могу сейчас сказать, почему именно вот не дали им. Так, давайте почитаем. Фриман антипутинизм. Ложь и коварство – прибежище русских фашистов, имперских глупцов и трусов. Да? Мы освободим белых медведей от канадского ига. Батила. Маждада, как обычно. Жжет. Антонио, так. Живой Джо, так, это не мне. Это на войну россияне, даже не понимая зачем. Тупое стадо, куда погонят, туда и пойдут, говорит Максим 1. Так, Антонио, Асан, как думаешь, почему Америка не обращает внимания на Ичкерию? Они знают, что вы террористы? Нет, конечно. Если бы они знали бы, что мы террористы, они бы нас такими назвали бы. Но они так не назвали за все это время Чеченскую республику Ичкерию террористической организацией не назвали. Поэтому, ну, как-то так. Почему не обращает внимания? Это резонный вопрос. По поводу террористов ты, как обычно, загнул. Но вот по поводу не признают и не обращают внимания. Да, я считаю, давайте отойдем от этого. Я хочу вам рассказать и в следующем стриме, хотя в этом стриме я хотел вам рассказать про кибератаки на США, которые я обязательно вам расскажу. Я вам хотел рассказать и хотел сказать сегодня, что потом, наверное, тоже отдельно еще надо будет обсудить, о судьбе белой иммиграции, русской иммиграции в начале вот этой революции в 20-х годах, 30-х годах, когда белогвардейцы бежали в Европу. Их очень много уехало, очень уплыло, ушло на Запад. В Турции их очень много было, в Европе было. Так вот, кстати говоря, вспоминая этот момент, Турция приняла тогда царских офицеров в очень большом количестве. Никакой благодарности не слышали мы. Но это другая история. Так вот, когда сюда перебралась вот эта белая иммиграция, я сейчас очень плотно изучаю этот вопрос белой иммиграции, произошло следующее. В эту белую иммиграцию внедрялись люди,
было следующее. Например, был такой чеченец Топа Чермоев. Он тоже из белой эмиграции, но он из царских русских, прорусских был, который уехал во Францию и жил и умер там во Франции. В Чеченской республике и в Ингушетии, Чечено-Ингушской республике, проводились разные операции, спецоперации или, как говорится, активные мероприятия против недовольных советской властью. НКВД проводила это. Присылались письма от белой иммиграции, которая говорила, что мы вам пришлем оружие, мы вам пришлем деньги, мы вас поддержим, поднимите восстание. Так у Абдурахмана Авторханова в книге «Народоубийство СССР. Убийство чечено-ингушского народа» в книге описывается один из случаев, когда НКВДшники присылают какого-то, не помню, якута, бурята, кого-то азиатской внешности человека, и он как представляется от японского императора и налаживает мосты. И что с Запада Топа Чермоев и его люди там пришлют деньги, оружие, их собирают, им выдают винтовки, английские винтовки им выдают, чтобы какие-то деньги выдают этим ингушам. Вот именно про ингушский один случай рассказывает Абдурахман Авторханов в своей книге. И оказывается, это НКВДшник, якут, по-моему, бурят, не знаю, не калмык, по-моему, и представляется японцем. И потом вся эта группа людей, которые были на этом собрании с этим японским представителем, якобы, их всех уничтожают всех, кто им помогал, потом кто помогал им и так далее, и так далее. И так проводилось очень много вот этих спецопераций. То же самое происходило с русскими. Некоторых русских иммигрантов, белых, был такой Савельев, по-моему, или Савенков, по-моему, его фамилия, который очень сильно сопротивлялся этой красной заразе. Им сообщалось, что здесь, в России, есть силы, которые вас ждут, налаживались такие движения, и люди выманивались из Европы в Советский Союз. Ну и потом после этого они попадали в лапы НКВД и их казнили. Но не только таким способом происходила ситуация с белой иммиграцией. Была более сложная, более коварная ситуация, когда в белую иммиграцию здесь, на Западе, и об этом в одной из своих книг пишет Абдурахман Авторханов, были люди, которые были против советской власти, выступали активно против советской власти, но были такие симптомы, вот как засланные сюда разные блогеры, там, вроде Тумсо Абдурахманова, его брата и там других личностей, которых сюда нам засылают. И они вроде бы выступали против советской власти, но опять же одновременно вели подрывную деятельность внутри вот этой белой иммиграции. Так вот, в конце концов, белая иммиграция была уничтожена изнутри. Я очень надеюсь, что Чеченская республика Ичкерия и мы здесь находящиеся не пойдем этим путем. Мы сделаем все возможное, чтобы не пойти этим путем. Да, Алмула. Но я вижу очень плохие симптомы. И это очень похоже на то, что было с белой иммиграцией русских вот этих беглых иммигрантов. Вот как-то так. Вот такая ситуация, которую нам предстоит выяснить, раскопать. И я бы как-нибудь хотел бы провести с вами стрим, друзья. Чтобы в следующий, например, стрим, например, возьмем это, пускай будет пятница, следующая пятница, через неделю. Вы почитали про белую иммиграцию,
Вы посмотрели, как туда внедрялись агентура. Накидали мне, можете мне присылать прямо под видео. Правда, иногда сейчас очень такое авральное время, очень много работы у меня. Я не успеваю просто все, но я всегда найду время, и вы можете прислать ссылку, можете просто какой-нибудь текст. И к следующей пятнице, вот вам такое задание, мои друзья, мои соратники. Давайте обсудим ситуацию с русской белой иммиграцией. Как она сюда прибыла, что с ней стало, как она себя вела и куда она делась. Почему она в 91 году не могла о себе заявить как свободной силе. Даже через 70 лет они могли, если бы они сохранили свою власть, они были законными преемниками этой власти. В 91 году они могли участвовать во всем этом и изменить Россию. Да, монархию никто не желал бы, конечно, но монархия могла быть наподобие Великобритании, допустим, да, если такое возможно. Хотя монархия наподобие Великобритании среди русских невозможно, в принципе, но допустим бы. И не осталось тех русских, которые были намного благороднее, скажем так, тех Шариковых, которые их уничтожали. Хотя для нас они являются что белые, что красные одинаковыми врагами. Но враг может быть даже враг, и некоторые заслуживают уважения. Так вот, красные и КГБшники, и ФСБшники не заслуживают никакого уважения. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Даже тот человек, который не совершал массовые конкретные преступления, он тоже не заслуживает уважения. Да, может быть, его не надо сажать, достаточно уволить с работы и оставить его дома, не брать ни на какую госслужбу. Но уважения эти люди не заслуживают никакого. Так, Фриман антипутинист. Кончив таким образом одно славное дело, вам предстоит другое. В моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее. Усмирение навсегда горских народов или истребление. Николай I. Конечно же, жестокость русских ни с чем нельзя сравнить. Так что вот так вот. Так. Когда зайдет украинское солнце, все будет Ичкерия. Дай Аллах, иншаллах, Максим. Дай Бог. Слава Украине. Героям слава. Аслан, на чьей стороне в конфликте между премьер-министром Венгрии Орбаном и политикой руководства ЕС, Виктор Маркович? Орбан я знаю под-путински. Что у них там за конфликт, я не знаю. Только что я говорил про КГБшников, ФСБшников, которые не заслуживают уважения. А если кто-то с ними дружит, как известно, друзей у них нет, у этих людоедов, у них есть только агенты и враги. Поэтому за Орбана я быть не могу, что бы там ни случилось. Но может быть и обе стороны неправы, поэтому из-за Европейского Союза я тоже не разобравшись не могу быть. Так, Ури, отличный стрим. Я понял, Ури, закругляюсь. Так, Аслан, так. Антитеррор у нас появился. Салам маршал Думас Аргаделер, салам маршал. Ой, антитеррор, маршал. Так, нет, я не против, никогда не буду, но я против людей, которые очерняют честь человека за деньги. Так, верить клятвам предателя все равно, что верить благочестию дьявола. Да, Фриман, ты, как обычно, прав. Русские ведут себя в Европе так, как кавказцы в России. О, далеко нет. Нет, далеко нет. Далеко нет. Русские ведут себя хуже, чем кавказцы. Мы-то имеем какие-то основания, а они какие здесь основания? Нас оккупировали. Мы среди врагов живем.
Наше поведение, нас постоянно дискредитируют, нас постоянно ущемляют в правах. А кого здесь ущемляют? Здесь русские магазины, здесь вообще русских не обижают. Вообще, от слова вообще. Просто здесь нет культуры оскорблять все нации. Это русские носят эту культуру сюда, называя нас. Вот в прошлом стриме я сделал еще вырезку, как Лента.ру рассказывает про убийцу ребенка, 32-летний сосед его называют, и убийцу учителя во Франции, которого называют там Абдаллах Анзоров, 18-летний чеченец. И национальность, и имя, и все остальное. Поэтому с русскими, опять же, русские, опять же, я обращаюсь к вам, я очень хорошо отношусь ко всем национальностям. У меня в том числе много друзей среди русских. Ну, не так, чтобы их очень много, но я ими дорожу. И я не имею в виду вас. Вас сами русские, вы даже генетически разные. Вас просто так обозначили как русские. Да, вы разных национальностей. Есть кто-то похожий на шведов и норгов, а есть похожие там на монголов, там, китайцев или там азиатская. Есть европеоидная и такая внешность, даже расы разные у русских. Поэтому это большой микс, эти русские. И есть нормальные русские, а есть ненормальные русские. Поэтому я большим уважением отношусь ко всем нормальным людям, ко всем без исключения. Есть русские, за которых я вагон и маленькую тележку вот этих подрусских чеченов не дал бы. И много кого не дал бы. Вот за одного из них. Поэтому прошу не переиначивать. Хотя уже я много раз это говорил, все равно каждый раз повторяю, чтобы это потом не... Хотя и будут вырезать, и опять же меня клеймите этим. Но вы видели, что было написано в Ленте.ру. Убийца, 32-летний сосед ребенка, и убийца, другой уже убийца, 18-летний чеченец Абдаллах Анзоров. Вот так нас русские называют. Именно поэтому я так отвечаю. И это не единичный случай. И Лента.ру вообще она из самых-самых таких вроде бы либеральных и таких вроде честных считается. Но фашизм русский есть там. Поэтому для нас все русские имперцы, фашисты, которые нас пытаются очернить, для нас являются... Мы им отвечаем тем же. С добром придет добро. Со злом, с плохим чем-то плохим. Все просто. И, как говорится, на этом наш стрим заканчивается. Уже Ури намекнул мне на это. Поэтому, как говорится, все вместе. Все будет Ичкерия. Ассалам алейкум. Бюздер алюэль адикюэль масеря машуэль. Всего самого хорошего, друзья. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Все будет отлично. Да, мула. Всего хорошего. До свидания.